Салиме Сызбе. Этот выпуск мы начнем с темы торговых рынков. В Казахстане, где после обретения независимости не хватало предприятий и рабочих мест, именно рынки стали для тысяч людей настоящим спасением. Для многих семей это был единственный способ выжить и обеспечить будущее. Но вместе с тем это вечный риск. Сегодня торгуешь, а завтра можешь потерять и деньги, и саму точку. К сожалению, в новом Казахстане эти правила действуют до сих пор. Пример тому алматинский рынок Кенжихан, где переплелись интересы Назарбаевых и Нигматуллиных, а за фасадом бизнеса всегда решались вопросы власти и собственности. Но это лишь часть большой картины. Мы также расскажем и о карагандинском предпринимателе Сергее Киме, который, в отличие от своего тезки, связанного с Кенжиханом, стал жертвой клана Нигматуллиных и лишился бизнеса из-за их аппетитов. Дальше поговорим о черном золоте, которое до сих пор определяет экономику страны. Насколько справедливо для Казахстана устроены нефтяные соглашения о разделе продукции с иностранными корпорациями? Кто в выигрыше, а кто всегда остается в тени? Разобраться в этом нам поможет руководитель Альянса предпринимателей «Парасат» и зампредседателя партии «Зеленых» Байтак Олег Пак. И в финале о гражданских правах и участии в управлении. Уже в октябре жители Семея впервые получат возможность самостоятельно избрать акима города. Что это значит для региона и какой сигнал послан всей стране? Своими ожиданиями и оценками поделились общественный деятель Майра Абенова и член Общественного совета области Абай Ролан Машпиев. Итак, начинаем. Начнем с истории, где все переплелось. Назарбаевы, Нигматуллины, передел собственности и борьба за влияние. Речь об алматинском рынке Кенжихан, который давно стал символом того, как семейные связи решают судьбы целых отраслей. Эта история наглядно показывает, мафия в Казахстане никуда не исчезла, она просто сменила вывеску. В теме разбирался мой коллега Аян Шарибаев. На неделе в сеть слили очень интересные фото. На фото бывший прокурор Алматинской области Азамат Жылкыбаев, зять Анипы Назарбаевой, и Сергей Ким, бизнесмен, которого торговцы рынка Кенжихан называют не иначе как кошельком Анипы. Бокалы, дружеские объятия и никакого намека на то, что прокурор должен был защищать закон от таких, как Ким. В истории всплывает и имя Ерлана Нигматуллина, брата бывшего спикера Мажилиса. Через свою компанию «Казак Карбон» он десятилетиями получал выгоду от схем Кима, а в судах и в прокуратуре предприниматели видели его патронат. А еще торговцы рынка простые люди, которые вложили в контейнеры свои последние сбережения, оказались обмануты дважды. Сначала Назарбаева, затем Ким заставили их выкупать свою же собственность заново. Поднимали аренду, вводили поборы и так далее. Сотни семей потеряли доход. Тысячи оказались в долгах. Последствия этой истории выходят далеко за пределы одного рынка. И если система и дальше будет защищать кланы и их кошельков, а не граждан, то кое-кто должен вспомнить, что кровавый январь показал, что так с народом обращаться нельзя. А на днях аким Алматы Сатыбалды принял у себя активистку с рынка Кенжихан. К слову, это рынок с миллионными оборотами, и мы не имеем в виду тенге. Если в тенге, то это миллиарды суточного оборота. Как мы поняли, женщина пришла не за красивыми словами, а за решением. Прямо на встрече Елена Садвакасова заявила, прокуратура годами не защищает народ, а встает на сторону Анипы Назарбаевой. Сигнал прозвучал прям в лоб власти. Хватит отписок, нужен реальный процесс с именами, сроками и возвратом прав торговцам. Я попала на личный прием к Дархану Сатыбалды, акиму города, где пожаловалась на бездействие сотрудников полиции и волокиты уголовных дел.
Мы, предприниматели рынка, являемся потерпевшими. Возбуждено уголовное дело, статья 190, часть 3. Но сотрудники полиции волокитят, то есть не хотят разбираться и принимать каких-то мер. На приеме присутствовала и прокурор Алтавского района, и начальник управления Байгараева. И я прям так и сказала, что данные сотрудники, то есть наши власти, не работают и наоборот препятствуют закону. Так как сейчас продаются новые бутики после строительства, реконструкции, и народ опять по новой вынужден покупать их. Стоимость торгового объекта в 2023 году была 5 миллионов, на сегодняшний день от 15 до 22 миллионов. И тогда Дархан Сатабалды сказал: а как продается? А где здесь, говорит, владелец данного рынка? И я смотрю, стал Ким Сергей, поднялся. И Дархан Сатабалды задал ему вопрос: вы продаете торговые места людям? На что Ким Сергей стал заикаться просто и сказал: да, мы продаем, кто хочет приобрести. И тут же я встряла в их разговор и сказала: продают, но не дают документов подтверждающих, так как земля остается принадлежать рынку Кинджихан, то есть владельцам, а люди покупают по сути воздух или железо. Но это несправедливо. И опять прозвучал вопрос в адрес Дархана Сатабалды, в адрес Кима Сергея: вы продаете контейнера и торговые места? На что Ким Сергей сказал: да, мы продаем торговые места, но мы даем документы, договор аренды земли на 40 лет. Все мы понимаем, думаю, и Дархан Сатабалды это тоже понял, что договор аренды земли это никакой не является документом, это всего лишь договор земли. Рулит рынком сегодня некто Сергей Ким. Расследования наших коллег показывают, что Сергей Ким, похоже, смог выстроить сеть фирм для обналичивания денег, возможно, эффективных сделок. Это когда учрежденные другими людьми компании отжимались, и большая часть доли переписывалась на нужных людей, например, на Эльмиру Жилкибаеву, дочь Анипы Назарбаевой и жену бывшего прокурора Алматинской области Азамата Жилкибаева. Утверждалось, что Ким выводил крупные суммы на подставные компании, обналичивал их и уклонялся от налогов. Налоговая проверка подтвердила неуплату налогов. Мы получили наглядное доказательство того, что Ким аффилирован с семьей Назарбаевых, что Эльмира, жена Жилкибаева, владела долями в ТО, которые, возможно, замешаны в выводе средств. Ну и еще раз. Фото, где Ким и Жилкибаев вместе в дружеской позе, бокалы в руках, это уже другой уровень, согласитесь. Это самое натуральное визуальное подтверждение, что они не случайные люди из параллельных историй, а часть одного круга. И в расследовательской логике это всегда триггер, когда появляется картинка, которую уже не замажешь словами, возвращается, собственно, вся история. Теперь к теме. Можно заходить снова. Мы знаем, кто и как связан, а фото – это прямое доказательство близости прокурора Назарбаева, клана и фигуранта многомиллиардных схем. Итак, известно, что ТО «Митра Консалтинг» выступила покупателем рынка Кинджихан у Анипы Назарбаевой в марте 2022 года. 99% рынка отошло Митра по договору ценой в 640 миллионов тенге в рассрочку на 3 года. Мы полагаем, что фактическим бенефициаром Митра является Сергей Ким, хотя формальным учредителем там значится Татьяна Манушина, теща Кима. Сделка рассматривается как мнимая. По сути, Назарбаева передала актив своему доверенному лицу. После продажи Ким продолжил вести дела рынка, что позволило Назарбаевой сохранить свое влияние. Есть еще такое ТО под названием Grand Smisi Works Казахстан. И там тоже директор все та же Манушина. Но фактический контроль осуществляют Ким и Жилкибаева, та самая жена прокурора и дочь
Анипы Назарбаевой. Компания занимается переработкой отходов и лома черных металлов. И все это прямо свидетельствует о семейной аффилиации. Если верить данным заявителей, которые пытаются вернуть себе контроль над рынком, следственно-оперативная группа КНБ в начале 2020 года выявила почти 300 фирм-однодневок в Карагандинской области, через которые было обналичено свыше 300 миллиардов тенге. Среди них, утверждают заявители, были по меньшей мере 11 компаний, аффилированных с КИМом. Эти структуры использовались для проведения фиктивных сделок, вывода средств и минимизации налогов. Ну а для чего еще? Конкретные названия большинства из них не раскрываются в открытых источниках, однако известно, что КНБ по подтвержденным материалам заявителей инициировал налоговые проверки в отношении этих 11 фирм, прежде чем расследование было заморожено. Говорят, что в ситуацию вмешался сам Самат Абиш. О том, какие потери понес госбюджет за годы деятельности КИМа и связанных с ним лиц, предстоит только выяснить. Независимая экспертиза заявляла о 4 миллиардах тенге, то есть совокупный ущерб бюджету измеряется миллиардами тенге. По расчетам учредителей одной из фирм, в которой КИМ имеет долю, предприниматель ежегодно получал свыше 2 миллионов долларов незадекларированного дохода с продажи чугуна, что означает недоплату налогов и пошлин на десятки миллионов тенге ежегодно. Эти цифры подтверждаются документами и обращением предпринимателей на имя Тохаева, в котором говорится, что владелец ТО «Казкарбон» Ерлан Нигматуллин не без участия своего брата, тогдашнего спикера парламента Нурлана Нигматуллина, всячески покрывал КИМа. Ключевой актив, приносивший такие доходы, переработка доменного шлака металлургического комбината. В октябре 2015 года тимиртауская компания Алба Стройдор, связанная с КИМом, выиграла конкурс и получила аутсорсинг шлакоперерабатывающего участка доменного цеха АО ArcelorMittal Тимиртау. Проще говоря, предприятие КИМа стало перерабатывать отходы доменного производства крупнейшего металлургического завода, а также это кусковой чугун, который имеет коммерческую ценность и к которому КИМ получил доступ после того, как ему помог в этом, кто вы думали? Ерлан Нигматуллин, конечно. По сведениям учредителей, КИМ продавал этот чугун, получая значительную выручку. Мы полагаем, что эти продажи проводились через аффилированные структуры по заниженным ценам, либо вовсе не отражались в бухгалтерии, а прибыль, прибыль? Прибыль присваивалась, но это пока лишь только предположение. Вместе с тем, как утверждают авторы обращения на имя Тохаева, в рамках уголовного дела о хищениях в кимовском ТО «Албастройдор» была проведена независимая экономическая экспертиза, которая установила миллиардные недостачи. Хищения, проще говоря, хищения. Более того, следователь назначил государственную судебно-экономическую экспертизу, и она подтвердила выводы независимой экспертизы. Казалось бы, налицо доказательства многомиллиардного хищения. Однако, несмотря на это, следственные органы прекратили дело. А что суды, спросите вы? А мы ответим. То есть суды просто не стали рассматривать по существу доводы о незаконности прекращения дела и дали заключение, что перечисленные факты не нашли подтверждения. А почему не нашли, суды объяснять, естественно, не стали. Это явно противоречило предназначению суда проверять, все ли обстоятельства, указанные заявителем, учтены следствием. Судья же проигнорировал ключевые доводы потерпевших и фактически прикрыл решение следователя о прекращении дела, не углубляясь в материалы. По утверждениям заявителей, председатели судов системно патронировали вынесение решений в пользу КИМа. Поддержка влиятельного клана Нигматуллиных сыграла здесь немаловажную роль. КИМ выигрывал даже против государственных органов. Так, например, после доначислений налогов его компаниям КИМ подал иски в суд
и добился отмены всех решений Департамента госдоходов. Налоговые органы, как говорится, утерлись и позорно забились в угол, потому что Ким — это вам не Долголев, которого закатали чиновники госдоходов. У Кима крыша, семья. Иными словами, мотивировка судов сводилась к формальным или надуманным основаниям, а факты неуплаты налогов тупо игнорировались. В результате многомиллионные претензии налоговиков были обнулены. Наблюдатели связывают с этой поддержкой карьерный бонус. В конце 2021 года судья Шарипов, тот самый, который прикрыл Кима, получил кресло председателя гражданской коллегии Верховного суда, несмотря на нарекания к качеству работы судов области. Таким образом, решения под его руководством выглядели не как правосудие, а как проявление клановой солидарности и покровительства со стороны Нигматуллина и других влиятельных фигур. Была у этой группы и другая линия давления. Заявлялось о протекции Ерната Сыбанкулова, племянника Анипы Назарбаевой. Утверждалось, что, занимая посты транспортного прокурора, а позже советника генпрокурора, он оказывал давление на следствие, и поэтому отдельные письма или ходатайства целенаправленно исчезали или блокировались. Теперь к фигурантам скандальных фотографий. Азамат Жылкыбаев, все тот же зять Анипы Назарбаевой и бывший прокурор Алматинской области, по данным ряда журналистских расследований, выяснилось, что он сыграл роль решалы и покровителя Кима. В жалобе учредителей на имя президента прямо говорится, что, узнав о проверках КНБ, Ким вышел через заинтересованное лицо прокурора Алматинской области Жылкыбаева на своего родственника Самата Абиша с целью приостановить проверки со стороны КНБ. Жылкыбаев, по сути, был связующим звеном между кланом Назарбаевых и силовыми органами. Имея высокий пост, он мог давить на подчиненных и коллег. Также через него, видимо, Ким обеспечивал себе неприкосновенность. Недаром, пока Жылкыбаев оставался на должности, дело не двигалось. Кроме того, у семьи Жылкыбаева был прямой финансовый интерес. Его жена Эльмира, та самая дочь Анипы, получила долю в бизнесе Кима. То есть Жылкыбаев, прикрывая схемы Кима, фактически получал косвенный доход через долю супруги в фирмах, участвовавших в выводе денег. После января 2022 года Жылкыбаев был отстранен от должности прокурора области, но крышу Кима это почему-то не ослабило. Теперь Ерлан Зайрулаевич Нигматуллин, влиятельный бизнесмен из Караганды, родной брат-близнец бывшего спикера Мажилиса Нурлана Нигматуллина, который непонятно где, то ли в стране, то ли в Дубае, то ли еще где-то. Здесь Ерлан нам интересен как директор того самого ТО «Казкарбон», связанное с переработкой металлов. По словам заявителей, именно Нигматуллин лично передал учредителям документы, подтверждающие масштабные доходы Кима свыше $2 миллионов в год от реализации чугуна. Зачем он это сделал? Вероятно, на тот момент между партнерами произошел конфликт интересов, либо Ерлан чувствовал, что дело может всплыть и попытался обезопасить себя. Но важно другое. Нигматуллин и сам был заинтересован в схеме с чугуном. Будучи директором «Казкарбон», бывшего карагандинского литейного завода, он, возможно, получал чугунное сырье по льготной цене от компании Кима Альба Стройдор или имел долю в прибыли от его продажи. В жалобе прямо сказано: Нигматуллин всеми возможностями пытался оградить Кима от ответственности, и именно благодаря патронажу Нигматуллина суды отменяли налоговые претензии к Киму. То есть клан Нигматуллиных на самом деле был частью крыши Кима. Но грянул кантар, и казалось, что вот-вот Фемида занесет свой карающий меч над головами коррупционеров. Но кое-кто вовремя переобулся. Еще раз напомним, что рынок Кинжихан, между прочим, один из крупнейших рынков в Алматы. Число торговцев там исчисляются тысячами. По словам Куаныша Джамбурбаева, одного из основателей рынка, который был гостем нашей студии, мошенник из Караганды Ким Сергей
поставил на колени 2000 торговцев. На протесты выходили отчаявшиеся торговцы, их встречали не только полиция и отписки властей, но и человек Кима, который сбивал митинги и ломал сопротивление. Его личность скрыта, но роль очевидна. Внутренний предатель в стане торговцев. Вы это делаете нелегитимно, незаконно. Я предлагаю сейчас разойтись и заниматься своими делами. Все. Притеснения их не будет? Вот вы нам как руководитель скажите. Не надо было этот вопрос задавать. Ну почему тогда в том договоре Коллеги, не так? Все, давайте на этом остановимся, ребята. Все. После первых проявлений недовольства администрация рынка опечатала контейнеры несогласных и не пускала их на рабочие места до уплаты аренды, фактически провоцируя людей. На рынок приходили с проверками различные госорганы, однако ситуация не решалась. После первых протестов торговцев против поборов Кима полиция попыталась оформить их как несанкционированное собрание. Но к осени 2024-го власть поняла наконец, что дело резонансное и силой людей уже не разгоняли. Наоборот, появились публикации в СМИ, лидеры инициативной группы начали звучать публично, документально зафиксировано 120 заявлений в полицию, зарегистрировано уголовное дело по мошенничеству, проходили очные ставки с Анипой Назарбаевой, у предпринимателей на руках протоколы допросов и свидетельства схем банкротства еще с начала 2000-х и доказательства, что формальная продажа рынка Киму выглядела фикцией. Сумма занижена, сделка идет в рассрочку, новым владельцем стала аффилированная фирма, то есть Анипа как будто продала, но, похоже, продолжает получать доход. Проверьте. Даже тогдашний министр торговли Жумангарин в 2023 году уклонился от прямого ответа, кто хозяин Кинжихана. После кровавого января дело Кима не возобновили. Формально все просто. Нет команды сверху, нет и дела. Хотя доказательства все собраны и все ждет своего часа. Система работает по инерции и по принципу круговой поруки до сих пор. Признать ошибки означало бы признать, что прокуроры, следователи, судьи покрывали хищения, никто на это не пошел. Струсили, ключевые фигуранты остались на местах, судьи продолжают судить, прокуроры получают повышение, подчищать за собой они не собираются, судьбы людей никого не интересуют. Для Токаева это дело оказалось слишком мелким на фоне процессов против Сатыбалды, Булата Назарбаева и силовых генералов. Делать из 80-летней сестры бывшего Ельбасы громкий кейс власть посчитала опасным, и все вновь уперлось в отсутствие политической воли. Вот вам наглядный пример саботажа снизу. Так дело Кима тихо и похоронили. Система осталась прежней, фамилии те же, принципы те же: отобрать, уничтожить, втоптать в грязь, разорить и бросить. Хотим напомнить, что во время январских событий 2022 года колонны двинулись в том числе и со стороны крупных рынков. Это были организованные группы, которые власть пыталась подать как спонтанные протесты. На деле в Алматы шел заранее собранный людской ресурс, скоординированный по маршрутам. И это главный урок. С народом так нельзя. Продолжаем. А продолжим мы фигурой по имени Сергей Ким. Но речь уже пойдет не о том, кто получил покровительство Нигматуллина и стал владельцем рынка Кинжихан после его передачи от Анипы Назарбаевой, а о другом человеке, карагандинском предпринимателе, чье имя, по иронии судьбы, совпадает с героем предыдущего сюжета. В отличие от своего однофамильца, этот Сергей Ким оказался по другую сторону влияния. Он стал жертвой давления со стороны той же группы, лишившись своих активов и возможности вести бизнес. И он не единственный. С аналогичным вмешательством столкнулся целый ряд предпринимателей. Старый Казахстан – это не просто символ застоя и безнаказанности, а конкретные люди и их кланы, десятилетиями обогащавшиеся
за счет чужих судеб. Героями наших программ на Ельмедиа не раз становились те, кто пострадал от их действий. Так мы уже рассказывали о предпринимателе Канате Амиркине, у которого рейдерским способом отняли успешный бизнес Алатау Дорстрой. В 2020-х он стал жертвой сына представителя карагандинского клана Нуржана Нурланова, сына экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматуллина. В апреле 2025-го это послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Также напомню историю бизнесмена Куата Султанбекова из Балхаша, осужденного в 2012-м на 21 год по обвинениям, которые он назвал сфабрикованными по заказу того же Нигматуллина в интересах рейдерского захвата его зоны отдыха. Султанбеков потерял свободу на 10 лет, имущество и бизнес, подвергался пыткам и давлению в тюрьме, пока в 2022 году не был оправдан, а его дело не привело к проверке братьев Нигматуллиных. А в марте этого года была оглашена новая история, главным злодеем которой был назван брат экс-спикера Мажилиса Ерлан Нигматуллин. Его жертвами стали теперь уже бывшая владелица франшизы Зара Наталья Авдейчук и ее супруг Рамис Ибрагимов. В 2016 году я пострадал от Нигматуллина Ерлана Зарулаевича, который под давлением забрал у меня бизнес, также все движимое и недвижимое имущество. Знаю я его с детства, потому что мы росли в одном дворе, проживали в одном дворе. Свой ущерб потерпевший оценивает в 5 миллиардов тенге. В данном уголовном деле Нигматуллин получил статус подозреваемого, однако очень вероятно, что его могут вывести из-под ответственности. Все эти истории складываются в картину, где семейство Нигматуллиных стало олицетворением системного рейдерства и правового произвола в старой политической реальности. И вот в копилку криминальных историй Нигматуллиных добавляется новый кейс. Свидетельские показания против карагандинского клана готов дать местный предприниматель Сергей Ким. Он также требует привлечь к ответственности ряд известных в Казахстане и за его пределами фигур, которых называют соучастниками мошеннических схем. Благодаря им он лишился недвижимости, автозаправочного бизнеса и золоторудного месторождения. Кроме того, учитывая долги банков перед ним на миллионы долларов, предприниматель готов передать эти требования государству, что может открыть путь к национализации самих финансовых институтов. Мы выслушали историю карагандинского бизнесмена и решили рассказать ее вам. Итак, этот кейс необычен уже тем, что благодаря ему банковская система страны может оказаться в руках государства, а вместе с этим могут раскошелиться и пойти под суд многие представители старой системы Казахстана. Но обо всем по порядку. Сначала о самом главном герое. Итак, Ким Сергей Степанович, 1973 года рождения. Человек, прошедший путь от Комсорга стройучилища с направлением в высшую партийную школу ЦК КПСС до предпринимателя с широким спектром деятельности. Отец 6 детей, родом из Шахтинска, служил в армии в непростое время распада СССР, участвовал в боевых действиях в Таджикистане, а после возвращения в Казахстан сразу занялся бизнесом. Начинал с грузоперевозок и обслуживания шахт. Позже выкупил автомагазин и переехал в Караганду, где начал строить более масштабные проекты. Перелеты в Эмираты за товаром и поставки продукции в Челябинск и Киргизию позволили обратить предпринимательский взор на недвижимость. Ким успешно восстанавливал недостроенные дома и выкупал землю, но были и другие активы. Лично мне принадлежали заправки Форвекс в городе Темиртау, заправки Азиат в городе Караганде, салон красоты Леон, город Караганда, Комиссарова 22, офис Мустафина 6/4, 4-этажный, 2000 квадратных метров, дом на Строителей 33, торговый дом Халык, он тогда назывался, сейчас галерея, это проспект Нур-Султана Назарбаева 15,
Ну, фактически я лишился всего, только заправки Форекс я передал брату. Все это можно назвать челобитной Сергея, но за ней годы труда и сотни миллионов, которые приходилось брать через банки. И вот тут в его истории всплывают мутные схемы и громкие фамилии. Среди них Аргын Зайрулаевич Нигматуллин, старший брат экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматуллина и бывшего депутата Ерлана Нигматуллина. Один из ярких эпизодов его жизни – история с зданием на Карагандинской улице Мустафина. По словам Кима, его назначили номинальным покупателем этого объекта, которое ему предложили перепродать государству за $2,5 миллиона. Но из-за нюансов схема ему не понравилась. В итоге все пошло не так. Аргын Зайрулаевич лично сам в свое время предложил мне продать государству офис на Мустафина 6/4. Предложил его продать за $2,5 миллиона. И при этом деньги разделить по справедливости. $1 300 000 мне, $1 200 000 им. Но вот как раз офис на Мустафина 6/4 был заложен в Каспийбанке. Там сумма задолженности составляла $1 600 000. И я сразу сказал, являюсь юристом компетентным, что Аргын Зайрулаевич, я данную сделку сделать не могу по той простой причине, что если я погашу в Каспийбанк только $1 300 000, то $300 000 останется задолженности. А соответственно, так как это деньги перечисляет акимат Карагандинской области, это является государственными средствами. И $300 000 это будут похищенные денежные средства, которые лично я похищу. Поэтому я сказал, ставьте прокладку, за что произошло недопонимание. Это были государственные деньги, и я сказал, что вы гоните деньги на своего человека, а он пускай уже перегонит мне. Но на что он не согласился, то есть это конкретно была подстава, чтобы подвести меня под уголовную статью хищения государственных денежных средств. Здание Ким все же позже выкупил, но заложил его в другой банк, который, по его словам, выставил его на торги и реализовал за мизерную сумму. Покупателями, как нетрудно догадаться, являлись представители Нигматуллина, которые затем продали недвижимость государству. От сделки Ким ничего не получил. Позже по аналогичным схемам он лишился не только этого здания, но и салона красоты и сети автозаправок «Азиат», а затем и вовсе оказался в тюрьме. История с первым уголовным делом началась с участка земли на улице Строителей 33. Бизнесмен передал его компании 3К Инжиниринг, которой руководил Александр Кико. По словам Кима, человек из орбиты Ерлана Нигматуллина. Деньги за участок обещали выплатить позже. Речь шла о 100 миллионах тенге, но расчетов не последовало. Тогда Киму предложили расплатиться квадратными метрами в строящемся доме. С Кимом заключили меморандум на 19 квартир. Жилье он сразу продавал, чтобы лечить болевшего в то время сына, оформляя сделки через нотариусов. Однако вскоре тот же Кику обвинил его в незаконной продаже апартаментов. В итоге мужчину обвинили в мошенничестве, приговорив к 4 годам и 8 месяцам заключения. Нигматуллин крышевал конкретно всю эту историю. То есть все исходило от него. То есть изначально, там участвовали и Нурлан, и Аргын Зайрулаевич, и такой Эрик Кулькеев, он тоже присутствовал. То есть он сам лично, они меня все пытались убедить в том, что я в чем-то виноват. А в чем я виноват? Я просто землю передал и все. Другая история бизнесмена связана с золотодобывающим месторождением Тахтаровское. Сегодня оно оценивается минимум в $2 миллиарда. По словам Сергея Кима, контракт на недропользование он в свое время выкупил у государства за 15 миллионов. Но доверенное лицо переписало актив на себя. Суд признал за Кимом право взыскать вложенные средства, однако решение до сих пор не исполняется. По его мнению, это происходит из-за того, что за владельцем месторождения стоят большие люди. Я изначально поверил человеку и оформил этот актив не на себя. Но между нами был заключен договор займа на вот эти $15 миллионов.
И, соответственно, так как он меня кинул и сказал, что все месторождение мое, я взыскал по суду с него эти денежные средства. Так как было решение суда, соответственно, на данные активы, ну и там месторождение, право собственности, уставной капитал, были наложены аресты. Дальше все переоформление шло следующим путем. Они просто-напросто открывали новое ТО, и старое ТО, вот это вот Маншихты Голд, присоединяли к новому. И таким образом, ну, как бы все права, то есть и там, ну, грубо говоря, и кредиторские, и дебиторские задолженности переходили к новому ТО. И таким образом они сделали 2 раза. В результате сейчас есть такое ТО Тахтар называется. И учредителем этого ТО Тахтар является Башков-младший. Вот и все. Таким образом, незаконно здесь происходит в том, что они, переписывая это ТО несколько раз, ну, пытались уйти от ответственности, вот и все. Ну, то есть, грубо говоря, то есть все равно право требования, оно существует, оно никуда не делось. С банками у Сергея Кима также вышла своя драматическая история. По его словам, именно финансовые структуры в какой-то момент превратились из кредиторов в мошенников. Существует задолженность. То есть при передаче задолженности, ну, там невозможно брать ее, как-то увеличивать или уменьшать, это против закона о Нацбанке. Но тем не менее Народный банк вместо 3 миллионов задолженности, которые я им должен, взял с банка Тураналем 6 миллионов. Естественно, потом эти же 6 миллионов Тураналем повесил на меня, а не на кого-то. Ну, то есть в отношении меня было совершено прямое мошенничество аж на 3 миллиона долларов. Это далеко не 5 копеек. За плечами Сергея Кима 2 срока и несколько неудачных покушений на его жизнь. Давления на него не прекращаются от попыток силового устранения до постоянного втягивания в уголовные разбирательства по любому поводу. У меня есть право требования к месторождению, которое принадлежит Башко. Потом есть право требования к Каспий банку 5 миллионов долларов. Есть право требования к Народному банку 3 миллиона долларов. Просто за Народным банком стоит Тимур Аскарович Кульбаев. Ну, понятно же, что, скажем так, проще задушить человека, чем отдать ему даже 3 миллиона долларов. И вот эти 3 миллиона долларов я сейчас предлагаю передать государству. Ну, то есть, соответственно, так как там были какие-то преступные деяния, там можно забрать и весь Народный банк, просто, скажем так, национализировать и все. И с этими вопросами я обращался к акимату города области Караганды, но на сегодняшний день ответа не получил. Сегодня Сергей Ким говорит прямо, его история не личные разборки с банками или карагандинскими застройщиками, а часть системного рейдерства, где замешаны братья Нигматуллины и их окружение. Он утверждает, что именно они годами прикрывали схемы и отнимали бизнес. Ким обращался во многие инстанции, но жалобы каждый раз тонули. Слишком крепки связи этих людей в силовых структурах. Теперь он говорит о возбуждении против них уголовного дела и требует справедливости, подчеркивая, что только так можно разорвать круг безнаказанности. Нефть для Казахстана давно стала и благословением, и проклятием. Власть рапортует о рекордах добычи, но за кулисами мы слышим другое. Претензии ОПЕК, уходящие активы и миллиарды долларов, которые страна недополучает. Конституция обещает, что недра принадлежат народу, но реальность упорно доказывает обратное. Кто наживается на черном золоте и почему поручения президента остаются на бумаге? Разберемся прямо сейчас. В минувшее воскресенье страна снова отмечала День нефтяника. Профессиональный праздник, который в Казахстане давно перестал быть формальной датой в календаре и превратился в символ зависимости государства от одной отрасли. Накануне президент провел очередное торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате. Касым-Жомарт Токаев заявил буквально следующее, цитата: «Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост и процветание Казахстана». И добавил, что углеводороды остаются ключевым энергоресурсом страны, сохраняют
стратегическую значимость и будут еще долго оставаться основой национального благосостояния. Слова, в которых нет ни капли неожиданности, правда же? Президент напомнил, что за годы независимости добыча нефти увеличилась аж в 4 раза, а ближайшая цель выйти на отметку в 100 миллионов тонн ежегодной добычи. Сразу после этого прозвучало поручение усилить геологоразведку и ускорить поиск новых месторождений нефти и газа. Однако пока в Аккорде говорят о наращивании добычи, Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК официально включила Казахстан в список нарушителей соглашения о сокращении производства. И теперь именно к нам предъявлены очень жесткие требования и претензии по перепроизводству с прямым требованием сократить добычу. Получается, что одна рука президента тянется к новым скважинам, а другая оказывается связана международными обязательствами. Кроме того, буквально на днях стало известно, что небезызвестный Тимур Кулибаев намерен продать свой ключевой нефтяной актив акционерное общество «Каспийнефть». Покупателем выступает западный инвестор, который уже работает на казахстанском рынке. Эта новость стала еще одним доказательством. Тема черного золота не сходит с новостных лент, занимая первые полосы и вытесняя все остальное. И в то же время разительный контраст. Скажем, выборы акимов не вызывают у большинства казахстанцев никакого интереса. Люди открыто признаются, пользы от этого им никакой. Жизнь от смены фамилий в кабинетах не меняется, но государство упорно пытается изменить ситуацию. 3 года назад в ходе очередной корректировки Конституции появилась норма: земля и недра принадлежат народу Республики Казахстан. В начале текущего года Касым-Жомарт Токаев вновь вернулся к этой теме. Президент заявил, что правительству предстоит активизировать переговоры относительно продления контрактов по соглашениям о разделе продукции, то самое СРП, на обновленных, более выгодных для страны условиях. Само же правительство пока говорит уклончиво. Премьер-министр Олжас Биктенов, отвечая пару месяцев назад на вопрос об изначальной несправедливости этих соглашений с зарубежными недропользователями, ограничился дипломатическими формулировками. Его слова прозвучали так обтекаемо, что за ними трудно было расслышать позицию. Что касается условий, по которым осваиваются крупные нефтяные проекты, это соглашение о разделе продукции, действительно есть такое мнение, что интересы страны значительно ущемлены. Мы сейчас начинаем переговоры с нашими партнерами по консорциуму для заключения новых СРП на новый период. Мы, естественно, будем отстаивать национальные интересы страны. Но вопрос, конечно же, не идет о грубом пересмотре каких-то контрактов, потому что все это вопросы очень чувствительные и очень серьезно влияет на инвестиционный климат. Поэтому мы эту работу будем проводить взвешенно, сбалансированно, без каких-то резких движений, экзальтации этих вопросов. Это нормальный переговорный процесс. Ну, естественно, как я уже выше сказал, будем исходить из национальных интересов нашей страны. Получается, мы снова сталкиваемся с тайнами, полумерами и недоговоренностями. С одной стороны, в Конституции черным по белому записано: земля и недра принадлежат народу. С другой, президент дает конкретное поручение о пересмотре соглашений. Но проходит время, а поручение остается невыполненным. Возникает закономерный вопрос: не слишком ли Касым-Жомарт Токаев доверяет правительству и лично его главе? Вопрос, разумеется, риторический. Давайте все же вернемся к нашей с вами прямой выгоде от национальных недр и прежде всего от нефти и газа. Совсем недавно руководитель Альянса предпринимателей «Парасат» Олег Пак публично заявил в социальных сетях: Казахстан ежегодно недополучает порядка, внимание, 10 миллиардов долларов США. 10 миллиардов! Это, между прочим, примерно 1/5 часть всего расходного бюджета страны.
Откуда складывается такая астрономическая сумма? Как на это заявление отреагировали государственные органы? И какую роль в этой истории играет Тимур Кулибаев, который в те же дни продает свой нефтяной актив западному инвестору? Эти вопросы мы адресовали самому автору обращения Олегу Паку, который помимо руководства Альянсом занимает должность заместителя председателя партии «Зеленых» Байтак. Добрый вечер, Олег. Рахмет, что согласились ответить на наши вопросы. Но для начала коротко расскажите, в чем суть вашего предложения? Суть нашего предложения, она нацелена прежде всего на поддержку и развитие наших отечественных нефтедобывающих предприятий, нефтегазодобывающих предприятий. Так что сегодня, как вы знаете, они в таких достаточно неравных условиях по отношению с крупными транснациональными компаниями. Сегодня у нас в Казахстане добывается около 91 миллиона тонн нефти, из них 70 миллионов тонн добываются крупными транснациональными компаниями. Я говорю про месторождение Тенгиз, Кашиган и Карачаганак. И 30 миллионов – это наша национальная добыча. И при этом, как вы знаете, вот эти три крупные транснациональные компании, они действуют в рамках соглашения о разделе продукции, в рамках которых у них нет обязательств поставлять нефть на внутренний рынок, платить экспортные таможенные пошлины и в том числе и платить те экологические, выплачивать те экологические налоги, которые сегодня платят наши местные компании. По разным данным, мы сегодня недополучаем около 10 миллиардов долларов США в год. То есть в виде экспортной таможенной пошлины и в виде тех доходов, которые мы могли бы получать от более глубокой переработки. То есть в целом наше предложение нацелено на то, чтобы сделать условия для всех участников рынка прозрачными и равными, а также поддержать наших отечественных нефтедобывающих компаний в целом. Да. И главный посыл наш, что условия должны быть для всех прозрачны. Этот вопрос никак не регламентируется. Мы в начале этого года поднимали этот вопрос на уровне Агентства по защите и развитию конкуренции. Было поручение премьер-министра по этому вопросу, этот вопрос урегулировать. И было предписание в устранении нарушения от АЗРК в адрес Министерства энергетики. Тогда еще нынешний министр энергетики господин Акиндженов был вице-министром. 10 миллиардов, Олег, это большие деньги. Как вообще рассчитывалась эта сумма? Этот вопрос, кстати, возник не только у нас. Известные эксперты по нефтянке, например, Нурлан Жумагулов, тоже задался этим вопросом. Кстати, он намекнул на то, что вы лоббируете чьи-то интересы, в том числе и российской стороны. Что вы об этом скажете? Нурлан всегда задается этими вопросами на самом деле. Я достаточно часто смотрю его эту экспертизу в части нефтедобывающей компании, но могу сказать, что она такая однобокая. Да? То есть он, на мой взгляд, как раз-то и лоббирует интересы этих крупных транснациональных компаний в лице месторождений Тенгиз, Кашиган и Карачаганак. На самом деле мы лоббируем только нашу отечественную национальную экономику, наши нефтедобывающие компании. Представьте, 70% добывают, еще раз я вернусь к этому вопросу, это иностранные компании, 70 миллионов тонн, и 20 миллионов тонн это наши, да, и при этом иностранцам все, то есть никакой поставки на внутренний рынок для обеспечения наших НПЗ, ни оплаты экспортной таможенной пошлины, то есть они спокойно экспортируют. На нашей компании, которые всего добывают 20 миллионов, мы сегодня нагружаем по полной программе. 10 миллиардов долларов вкладываются прежде всего из экспортной таможенной пошлины. Я вот сейчас беру данные из официальных источников, которые опубликовали эксперты. Это данные Алжаса Байдельдинова. Вы знаете, да, он публиковал эти данные на своем канале Байдельдинов нефть, где он показал расчет, что мы недополучаем 5 миллиардов долларов только в виде экспортной таможенной пошлины от месторождений Тенгиз, Кашиган и Карачаганак. 5 миллиардов долларов. Теперь остальные 5 миллиардов долларов мы посчитали, что это те потери, которые мы сегодня несем от невозможности глубокой переработки данной нефти у нас внутри Казахстана. То есть это мы говорим про такие высокомаржинальные продукты, как полимеры, удобрения, топливо, которое можно получать и так далее.
Понятно, вот вы сейчас упомянули, что АЗРК уже выявила нарушение у Минэнерго. Как вы считаете, кто больше всего сопротивляется внедрению прозрачных правил национальной компании или транснациональные, или отдельные группы влияния? Как вы считаете? Ну, я думаю, наверное, здесь как бы есть, например, определенная связка людей, да, которые, ну, групп, наверное, да, которые сегодня заинтересованы в том, что это оставалось как есть. Да. К сожалению, вот у нас в нефти распределении на экспортный рынок все это делается условно карандашом на бумаге путем там, ручного распределения. Огромные деньги, огромная коррупционная составляющая. Ну, почему здесь не применить искусственный интеллект в распределении нефти и сделать так, чтобы он действительно был равным? Вот, кстати, АЗРК пишет в адрес Минэнерго и говорит, а почему вот вы одной компании 80% даете на экспорт, где цена в 3 раза дороже, а 20% на внутренний рынок, а вот этой компании даете 90% на внутренний рынок и 10% на экспорт. А есть компании, которым вообще не дают грузить на экспорт. Кстати, сегодня, я так понимаю, ну, вот как бы на грани скандала одна из крупных нефтедобывающих компаний, где акционеры являются иностранные компании, планируют подать международные иски в части того, что она уже несколько месяцев не получает экспортной квоты. То есть, по-моему, 3 месяца не может грузить на экспорт. И многие усматривают в этом такие, ну, вот, варианты и возможности давления на эту компанию, а может быть даже и возможность там, дальнейшего как бы, там, приобретения и так далее. Кстати, про ваши иски. Ваше предложение обязать транснациональные и зарубежные компании платить экспортные пошлины и поставлять нефть на внутренний рынок. Насколько это вообще реально, учитывая долгосрочные соглашения по СРП? И если такие меры будут приняты, как вообще это отразится на инвестиционном климате и доверии к Казахстану со стороны иностранных инвесторов? Есть ли риск международных судебных исков против государства? Мы знаем много примеров. Вот мы когда записывали наш фильм в прошлом году «Кому принадлежит нефть Казахстана», вы, наверное, знаете, да, у нас была такая инициатива. Мы проводили большое исследование на самом деле, и много было примеров, там, российских примеров, когда Россия отказалась от СРП. Ну и ближайший наш пример – это вот Киргизия, да, там Хумтор, который сегодня, то есть она его национализировала в связи с тем, что были нарушены экологические требования. Понятно, есть определенные риски, но на то есть, как бы, на то и есть эксперты, есть практика для того, чтобы правильно с этими рисками работать. Плюс я могу сказать, что вы знаете, что вот сегодня и госпожа Чернова, и господин Ни, вот у них есть движение, да, Caspian Sea, они сегодня глубоко поднимают этот вопрос и увязывают проблемы с Каспием напрямую с деятельностью этих компаний. То есть они об этом говорят и напрямую это связывают. То есть есть масса вопросов и масса моментов, за которые мы могли бы выставить как противовес этим компаниям для того, чтобы вести диалог. В любом случае есть соглашения, они как бы международные, мы в одностороннем порядке, мы их не можем разорвать, но это же вопрос диалога, вопрос противовеса, что у нас будет на стороне наших весов. То есть мы говорим про экологические вещи, мы говорим про потери, мы говорим про, соответственно, невыполнение, в том числе и обязательств этих компаний с точки зрения планов по добыче и так далее. Давайте вернемся к вопросу о лоббировании. С одной стороны, ваше предложение выглядит позитивно и довольно выгодно для страны, но почему тогда уполномоченные органы не поддерживают ваше предложение? Не кажется ли вам, что они поддерживают теневые интересы не только зарубежных игроков, но и местных? Например, нам на ум приходит сразу Тимур Кулебаев и его бизнес-партнер тот же Абулгазин. Был план даже по решению этих вопросов, но авось и не там. Да? Я могу только догадываться, чьи интересы на самом деле за этим стоят, но явно, как бы вот, на мой взгляд, наверное, на манеже, как говорится, все те же. Да? И, скорее всего, этими вопросами также какая-то группа из крупных промышленных групп, которые сегодня в целом контролируют эту сферу. Многие говорят, что как бы ничего не поменялось. Я далек от этого с точки зрения погружения, да, как бы в эти процессы. Но мы видим, что в
чьих-то интересах эти вопросы сегодня работают, и в том числе и работой государственных органов. И мы получаем большое количество жалоб от нефтедобывающих компаний, которые не могут получить доступ на экспорт, либо, как они считают, что они получают несправедливо. И в том числе есть намеки о том, что есть огромная коррупционная составляющая в этом, то есть за решение этих вопросов, да, и это такой большой инструмент давления на сами эти компании. Компании так и говорят, что до сих пор господин, в принципе, Абулгазин, а вы знаете, да, он в любом случае был, тот человек, который был в команде с Тимуром Аскаровичем, он на сегодняшний день влияет на эти процессы. То есть это напрямую заявляют те компании, те участники рынка, нефтедобывающего рынка, которые существуют. Да. Я не могу это утверждать, опять же, это та информация, которую мы получаем от участников рынка, что, как говорится, старые игроки рынка, в том числе, еще остались, как говорится, у руля этих вопросов. Благодарим Олега за разъяснение. Его слова лишь подтверждают очевидное. У руля остаются все те же силы, пусть и действуют они уже не так открыто, как прежде. Но это, к сожалению, давно стало аксиомой. Тень главного нефтяника семьи Назарбаевых продолжает маячить над страной, превращая в фикцию норму Конституции о том, что недра Казахстана принадлежат народу. И здесь необходимо сделать жесткий акцент. Недополученные 10 миллиардов долларов – это совсем не абстрактная потеря государства, а по сути это чья-то реальная прибыль. Сумма, которая оседает в карманах конкретных людей и корпораций. Ради этих миллиардов можно игнорировать не только голос общества, но и прямые поручения президента страны. Вот так устроена система, когда на одной чаше весов интересы народа и Конституция, а на другой сверхдоходы узкого круга побеждает всегда второе. Продолжаем. На днях и в России, и в Германии прошли важные выборы. Граждане избирали губернаторов, местные советы и проверяли на прочность действующие политические силы. А уже в октябре в Семее состоится событие, которое еще не знала независимая казахстанская история. Жители впервые получат право самостоятельно избрать акима большого города с населением свыше 300 тысяч человек. 12 октября здесь пройдут выборы, которые могут стать вехой для всей страны. Новый эксперимент с казахстанским электоратом. 27 августа жители Семея узнали, что впервые смогут сами выбрать акима города. Раньше на такие должности назначали только сверху. Еще в начале своего правления Токаев говорил о росте запроса на выборность и включил его в свою концепцию слышащего государства. И уже в 2021-м жители регионов впервые приняли участие в формировании местной исполнительной власти. В Алматинской области в акимы сельских округов выбраны 11 самовыдвиженцев. Одержали победу в выборах по партийным спискам и 57 кандидатов от Нур-Отана, а также 3 человека от партии АУЛ. Из 71 вновь выбранных акимов 39 действующие. Остальные представители коммерческих структур, бюджетных организаций. Так, с 2021 по 2024 годы в стране уже избрано около 2500 акимов сел. После всестороннего изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято принципиальное решение об окончательном переходе с 2023 года на новую систему. Бұдан былай аудан және облыстық маңызы бар қалалардың әкімдері тікелей сайлау арқылы ғана қызметке келеді. Әкімдердің өкілеттік мерзімі аяқталуына қарай, яғни ротация мерзімі жеткенде сайлау біртіндеп өткізіле береді. Бұл да саяси жүйені реформалау ісіндегі кезекті маңызды қадам. Итак, Казахстан, начав выбор сельских акимов, постепенно подошел к прямому избранию глав городов областного уровня. Первым в этой цепочке демократических перемен стал Семей. Сегодня в административном центре области Абай живет свыше 310 тысяч человек. И уже 12 октября жителям, достигшим избирательного возраста, предстоит определить, кому из претендентов доверить управление своим городом.
Мы постарались разобраться в обстановке накануне выборов, которые вскоре пройдут на земле Абая и Алаша. Какие ожидания и настроения у избирателей перед этим во многом историческим событием? Кто решил побороться за пост акима и что сегодня известно о претендентах? Для начала мы попросили наших стрингеров пообщаться с жителями Семея и узнать, как они относятся к возможности лично определить руководителя города и собираются ли вообще пойти на избирательные участки. И вот что они рассказали. Должны народно выбирать акима города. Я за это. Желательно было бы добросовестный, честный аким. Вот этого и хотим мы, народ. Голосовать мы подойдем. А как это будет? Надо пытаться пробовать, как это будет. Может быть, и больше пользы будет от того, что если люди кого-то предложат. Если человек хороший, можно выбрать. Ничего страшного. Лишь бы все нормально было, вот в чем дело. Аким, что был, что все нормально было. Нам тоже неплохо. Я считаю, что надо, чтобы народ избрал сам достойного акима, чтобы занялся городом, дорогами занялся, инфраструктурой города очень занялся, потому что город на стадии выживания, дорог нету, обустроить инфраструктуру города обязательно нужен человек из народа, который знающий, местный человек, который знает город, прислушивается к мнению народа, горожан. Я считаю, должен быть человек из народа, из города Семей. И который знает город хорошо и область во всем, чтобы поддержал и поднял как Абайскую область. Надо, чтобы рабочих мест побольше было. Молодежь, чтобы не уезжала. Буду я голосовать. Сама лично пойду голосовать. Надо городу хороший аким. Хороший, с образованием, чтобы народу было хорошо. И важно кто, главное, чтобы работали. Чтобы работали, конечно. Какая разница, кто будет? Это ж не наш, не сват, не брат все равно, так что... Поэтому работать, пусть работают. Что касается гонки за кресло акима, то ее пока просто нет. В территориальной избирательной комиссии Семея до сих пор не зарегистрирован ни один кандидат. Алматы сайлау комиссиясы бекіткен. Назначен календарный план подготовки и проведения выборов акима города Семей. Он утвержден территориальной избирательной комиссией. Согласно этому календарному плану, сейчас у нас идет этап подачи заявлений на участие. После завершения этого этапа мы будем проверять соответствие кандидатов установленным требованиям. Только после этого начнется этап регистрации кандидатов, поскольку мы еще не дошли до этих этапов. Говорить о кандидатах пока рано. В день регистрации мы выдадим кандидатам специальные удостоверения, тогда же вместе с фотографиями будет опубликована информация о каждом из них. Толық кандидаттар туралы жаңағы мәліметтерді жариялаймыз. В избирательной комиссии Семея поясняют, пока говорить о предвыборной агитации рано, хотя процесс выдвижения стартовал еще 28 августа. Подача заявок продлится до 11 сентября, а регистрация кандидатов и вручение им удостоверений завершится 16 числа. Несмотря на это, заметной активности со стороны общества не наблюдается, и о самовыдвиженцах пока ничего не известно. Почему складывается такая ситуация, мы спросили у члена Общественного совета области Абай, журналиста Ролана Машпиева. Должен же быть кандидат какой-то от гражданского общества. Кто-то же должен выйти. Вот я имею в виду, выйдет ли такой кандидат вообще? Рискнет ли до конца пойти, бороться, подавать в суды и так далее? Потому что в любом случае же это потом, если он проиграет, завтра могут быть гонения и так далее. В плане агитации пока тихо, вообще все тихо проходит, даже в средствах массовой информации какой-то информации такой нету. И я не слышал, чтобы кто-то выдвигался, даже от политических партий пока. Ну, наш Семей, он в любом случае такой политически активный был все времена. Сама Алаш-Орда здесь возникла в свое время, и большинство оппозиционеров с нашей области, с нашего города. Кто его знает, может, кто-то и рискнет выйти. Я таких сам лично не вижу просто.
находясь среди общества, среди гражданского общества, я пока не вижу. Если даже есть такие, но у них квалификационных требований нет, то есть они не пройдут. Тут же нужно же иметь сертификат о сдаче экзаменов на госслужбу, там определенный период времени, или на госслужбе надо проработать, или на какой-то руководящей должности проработать надо. Поэтому пока я таких с гражданского общества сам лично не вижу. Главным претендентом на пост акима Семея называют зам.акима Бекжана Бапышева. С конца апреля он исполняет обязанности руководителя города, так как назначенный в декабре 2024-го Талгат Муратов неожиданно ушел в отпуск. Формально от должности его освободили 18 августа, но известно об этом стало лишь к концу месяца. Тогда же и объявили о предстоящих выборах нового акима. Именно в этих условиях горожанам впервые предстоит определить, кто возглавит Семей. Но готовы ли они принять ответственность? Сумеют ли исполнить гражданский долг, прийти на участки и сделать осознанный выбор? Судя по блиц-опросу, часть горожан настроена именно так. Однако, по мнению лауреата национальной премии «Любимец народа» в номинации «Общественный деятель» Майры Абеновой, у общества до сих пор не сформулировалась привычка к совместным решениям. И именно это сказывается на отношении к выборам. За годы независимости просто у нас не сложилась такая практика согласования, обсуждения, принятия каких-то совместных решений. А выборы – это как раз-таки есть момент, когда люди организовываются, обсуждают и выдвигают, и продвигают. Значит, есть второй момент в выборах об ответственности тех, кто выбирает. У нас ее абсолютно нет. Поскольку, опять же, за все эти 30 лет у нас не было такой практики, чтобы принимались решения согласованные. Поэтому люди, естественно, уже к этому относятся как к какой-то, несерьезной, можно сказать, акции, когда можно не участвовать. Решения примут и без тебя. Я сейчас даже могу сказать, на 99% большинство знает, кто будет акимом. Понимаете? Это, конечно, минус нам, гражданскому обществу, когда мы соглашаемся с этим. Мы, в общем-то, это признаем, но мы ничего не делаем. Это тоже плохо. И это плохо не только для общества, это опасно и для вообще государства, для власти той же. Итак, до 12 октября Семей снова превращается в своеобразный полигон. Но теперь здесь испытывают не ядерные бомбы, а работоспособность новой политической практики по выборам акимов городов областного центра. Если эксперимент окажется удачным, он может стать первым шагом к реальной выборности акимов городов по всей стране. И это все на сегодня. Оставляйте свои комментарии, делитесь реакцией на это видео, подписывайтесь на EL Media, если еще не сделали этого, и заходите к нам в соцсети. Благостных вам дел! Аман сау болыңыздар!